В эфире телеканала «Якутия-24» главные события уходящего дня. В студии Екатерина Карпухина и Алексей Соколов. Здравствуйте. Японские компании проявили интерес к проекту строительства моста через Лену. По-настоящему долгожданное новоселье. В Мирном Дольщике одной из новостроек ждут заселения уже год. Успеют ли строители к концу ноября? Активисты общественного движения «Общероссийский народный фронт» провели рейд по незаконным свалкам микрорайона Марха в Якутске. Самое северное эскимо теперь производит в Якутии. Фабрика по изготовлению лакомства открылась сегодня в столице региона. Определены победители конкурса «Лучшие товары Якутии». Участниками стали 47 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. В Нерюнгри появился свой аудиогид. Теперь все желающие смогут узнать о достопримечательностях города с помощью смартфона. Японские компании проявили интерес к проекту строительства моста через Лену. Первый заместитель председателя правительства республики Алексей Стручков встретился с делегацией из Японии, вице-президентом компании Камай Халтах Инкорпорейшн Эми Камай и представителями компании Мицуи. Алексей Стручков рассказал о механизмах реализации проекта, схемах финансирования и условиях участия для японских компаний. Он также сообщил, что в скором времени руководство республики планирует рабочий визит в Японию по вопросам реализации этого и других инфраструктурных проектов. По предварительным данным, там же будет подписан меморандум о сотрудничестве. Сообщается, что протяженность мостового перехода, который соединит три федеральные трассы Вилюй, Колыма и Лена, в русловой части составит порядка 3 километров, а с учетом подходов порядка 17 километров. Предполагаемое место строительства – район Табагинского мыса. Будем надеяться на реализацию этого проекта. Тем временем поставщики коммунальных услуг рассматривают возможность сотрудничества с коллекторами по взысканию долгов граждан по оплате услуг ЖКХ. Эту инициативу поддержали в Мосэнерго и Росводоканале. Однако официальных заявлений еще не было. В Якутии зарегистрировано и выдано одно свидетельство коллекторскому агентству «Кондор Плюс». Кроме того, у нас в регионе официально действуют 2 филиала. Контроль за их деятельностью ведут приставы. Сегодня у Федеральной службы судебных приставов находится 43 тысячи исполнительных производств о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги. Службой судебных приставов принимаются обращения граждан, в соответствии с которым, на основании которых проводится административное расследование. На Федеральную службу судебных приставов возложена также обязанность по проведению проверок за осуществлением деятельностью юридических лиц, осуществляющих непосредственно взыскание просроченной задолженности. При выявлении данных нарушений составляются соответствующие протоколы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Новоселье, которого ждут уже год. В Мирном затянулось строительство многоквартирного дома. По договору дольщики должны были заехать в свои новые квартиры еще год назад. Однако сроки сдачи дома постоянно переносили. Сегодня строители обещают закончить все работы в конце ноября. Успеет ли, узнавала Иванна Филиппова. Срок исполнения до конца июля. В сентябре мы его сдадим. Слушай, Роман, давай не будем Алексей Сергеевич, в сентябре я сдам. Июнь этого года. Временно исполняющий обязанности главы республики Айсен Николаев с рабочей поездкой на стройплощадке многоквартирного дома в Мирном на улице Московской. Тогда еще дольщики в шутку сказали, мол, начальник строительной фирмы забыл уточнить, в каком именно году сдаст объект. Слова оказались почти пророческими. На дворе уже ноябрь. Но в новом доме пока еще не квартиранты, а строители. О, батарея теплая, отопление есть. А на той стороне холодная. Оксана Токмакова осматривает свою будущую квартиру. Говорит, заселение уже устала ждать. Застройщиком фирмой «Строймонтаж-2002» договор подписала еще в 2015 году. Тогда пообещали сдать дом ровно через год. Потом какие-то неурядицы, и мы этот договор переписывали, продлевали. То есть конечный результат должен был быть третий квартал 2017 года. На носу 18-й конец. По словам застройщиков, дом подключен к сетям тепловодоснабжения. Ведутся внутренние ремонтные работы. Укладка напольного покрытия, установка сантехники. В 4-м подъезде строители завершают шпатлевку и покраску. Одну квартиру можно заканчивать на день-два. Все.
Это именно шпаклевка. Шпаклевка, да. Здесь заканчиваем шпаклевку. Ремонт, краски потом будем делать. Вниз спускаемся, вверх поднимаемся. Параллельно идет отделка фасада и облагораживание прилегающей территории. Застройщики еще до холодов забетонировали внутренний проезд, парковку и пешеходные дорожки. График мы предоставили управлению капитального строительства и управлению Госстроительнадзора. Да, общестроительные работы у нас рассчитаны закончить конец ноября, числа ориентировочно 25-го. А документально первая половина декабря. Последний вердикт выносит городская администрация. Разрешение на эксплуатацию застройщику будет выдано только в случае исполнения всех обязательств. Если к 26 числу они не пройдут и не получат разрешение в УГСЖН, то есть управление, да, Государственного строительного надзора, значит, у них откладывается повторное получение заключения от УГСЖН аж на 3 месяца. Поэтому повторно они смогут подать заявку о том, чтобы их рассмотрели и дали им повторное заключение только через 3 месяца. Поэтому есть риски, конечно, но мы, как администрация города, все-таки надеемся, что они исполнят все строительно-монтажные работы в срок, без каких-либо замечаний. Если все пойдет по плану, дольщики новостройки должны заселиться в свои новые квартиры в декабре. Это было бы лучшим новогодним подарком, говорят они. Иванна Филиппова, Алексей Меркулин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». В продолжение темы строительства и ремонта в Якутии определили лидеров и аутсайдеров по взносам на капремонт. По уровню собираемости платежей за 9 месяцев этого года лидируют Нерюнгри, Грижатай, Мирный, Верхоянск и Среднеколымск, а также Нерюнгринский, Момский, Абыйский, Верхоянский и Жиганский районы. В остальных районах уровень взносов на капитальный ремонт составил менее 70%. В аутсайдерах Горный, Миконский и Мигино-Кангаласский районы. Ну а жители столицы республики задолжали за капремонт более 200 миллионов рублей. Власти Якутии в 2019 году направят около 1 миллиарда 300 миллионов рублей на жилье для детей-сирот. По словам министра строительства региона Павла Аргунова, по состоянию на 1 января 2019 года в очереди на получение жилищных помещений будут состоять 960 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 600 из них получат жилье в следующем году. Таким образом, в очереди на жилье в следующем году будут оставаться порядка 400 сирот. В 2020 году к ним прибавится еще около 400 человек, сказал он. Текущий уровень финансирования позволяет сохранить период ожидания жилья в 2-3 года. Очереди надеемся полностью ликвидировать к 2022 году, отметил министр. Напомним, ранее депутат Государственной Думы Галина Данчикова в эфире программы «Актуальное интервью» в эфире нашего телеканала заявила, что в многоквартирных домах должна быть квота, какую часть могут занимать дети-сироты. Активисты общественного движения «Общероссийский народный фронт» провели рейд по незаконным свалкам микрорайона Марха в городе Якутске. Собрали сведения о местах, куда жители домов сбрасывают свои твердые и жидкие бытовые отходы. Данное мероприятие прошло в рамках программы по формированию активистов-экологов, которая проходит на территории всей России. В качестве помощи общественных организаций, муниципальным и государственными учреждениями и организациями. Выбросить пакет с мусором, словно отправиться в поход. Жители многоквартирного дома в Мархе, чтобы дойти до контейнера, преодолевают 200 метров. Для Нургустаны Владимировны это внушительное расстояние. У женщины инвалидность. Дом 4/1. Вот там потом налево. И что получается, из-за этого некуда выкидывать мусор, да? Ну нам же это трудно. И там эти третьей квартире многодетная семья. Проблема есть, подтверждают в администрации Мархи. Вот только поставить санитарную точку рядом с домом нет возможности. А вот санитарная точка находится по адресу Заводская 4/1, 4/2. Ну, это недостаточно далеко, если убрать вот эти ограждения, в принципе, напрямую это недалеко. На муниципальной земле нельзя огороды. Они ставят огороды, да, вот все застроено, поэтому проблема. Вообще, по нормам и правилам, ближе 20 метров санитарную точку ставить нельзя.
Чиновники пообещали, теплицы постараются убрать. Когда? Ответить затруднились. В другой части микрорайона, по словам жителей, месяцами лежала гора мусора. Члены Общероссийского народного фронта удивились. Площадка пуста. Видны следы от тяжелой техники. Это обрывистый берег видим. Это не земля, неровности какие-то, которые засыпаны снегом. Это реально мусор, который просто сейчас засыпан снегом. То, что вот осталось было сверху, вот здесь, вот, вчера буквально, жильцы позвонили, сказали, то, что, жалуются, то, что не убирают ничего, гора мусора лежит. По всей видимости, узнали то, что мы приедем. Просто сегодня убрали эту гору мусора, которая здесь была. На этой территории находится озеро. На берегу его активисты Общенародного фронта выявили несанкционированную свалку, что является нарушением экологических норм. Сейчас сотрудник Общенародного фронта приступил к фиксации правонарушения. Сейчас нами будет составлен опись, и с материалами фото и видеоотчета все будет передано в Якутский территориальный комитет охраны природы для принятия мер реагирования. Он будет выявлять, кому принадлежит данный земельный участок, находить владельцев и выдаст предписание на устранение. Рейды, заверяет ВНФ, будут регулярными. Задача – охватить территорию всей Якутии, чтобы несанкционированных свалок не было. Александр Зубехин, Григорий Охлопков, Якутск. Сбербанк запускает масштабную акцию к своему 177-летию. «Зеленый день» пройдет по всей стране и охватит миллионы людей. О том, какие сюрпризы ждут жителей нашей республики, смотрите далее. Презентация новой акции ко дню рождения Сбербанка прошла в режиме реального времени. Руководители подразделений по видеосвязи сообщают, день рождения компании прежде всего праздник для жителей всей страны. Поэтому именно для них и объявляется акция «Зеленый день». 11 и 12 ноября самые привлекательные дни по всем имеющимся предложениям компании. Переводы и платежи, вклады и потребительские кредиты по заниженным ставкам. А ипотечное кредитование и вовсе можно получить по сумасшедше низким процентам. По ипотечным программам клиент может, каждая 177-я заявка будет иметь дисконт в размере 1,77% ставки от действующей основной ставки. Плюс именно 12 ноября уже каждый клиент получает дисконт 0,5%. И эти оба дисконта, они суммируются, и клиент имеет возможность получить минимальную ставку 5,23% по ипотеке. Зеленый день продлится с 11 по 12 ноября для розничных и до 17 ноября для корпоративных клиентов. В эти дни в Якутске 9 партнеров Сбербанка по 32 торговым точкам предоставят самые различные скидки, где всюду обыграно число 177. Именно столько и исполняется главному банку страны. В данных торговых точках нужно будет сказать промокод Сбербанк 177, и клиенту, который будет расплачиваться за свой товар, будет предоставлена скидка. А это будет либо 17,7%, либо определенный какой-то товар за 177 рублей. Более подробную информацию можете найти на сайте Сбербанка, где будет выложен перечень документов со скидками, которые будут предоставлять. Специальные предложения в эти дни действуют и для участников программы «Спасибо». Во всех аптеках и заправках они получат 1,77% бонусами дополнительно к начислениям от банка. Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев, Якутск. Якутские полицейские отмечают профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел России. Сегодня в знаменательный день состоялось торжественное мероприятие, посвященное столетию якутской милиции. Стоит отметить, что к этой великой дате МВД Якутии достигло своего наилучшего результата. 16 место по ведомственной оценке среди 84 субъектов МВД России. По линии противодействия коррупции МВД Якутии занимает одно из лидирующих положений, а по раскрытию преступлений входит в первую десятку регионов. В этот знаменательный день для лучших сотрудников наградили медалями и орденами за добросовестную службу и профессионализм. Безответственность якутян может стать причиной пожаров. Например, банально не выключенная плита в многоэтажке. Такова легенда сегодняшних пожарных учений МЧС, которые прошли в Якутске. Огнеборцы приехали за считанные минуты. К этому времени пожар распространился на площади более 90 квадратных метров. Это квартира и наружная стена здания. В таких случаях запрещается пользоваться лифтом. Поэтому спасатели провели операцию на своих двоих. Тем временем другие звенья эвакуировали жильцов на улицу с помощью специальной пожарной лестницы. Всего в учениях МЧС было задействовано 10 единиц техники и 56 спасателей.
Я был в составе второго отделения. Наша задача была на спасение и эвакуацию людей вышестоящей этажности. Горение происходило на 10-м этаже в квартире. Наше отделение спасало вышестоящие этажи людей. Было спасено 5 человек. И насколько много сил, энергии тратится на все это? На все 100%. На все 100 уходит. Если отрабатывать это на настоящем пожаре, воздух в баллонах будет уходить буквально минут за 30. Да и то и быстрее. Сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале Якутия-24. Самое северное эскимо теперь производит в Якутии. Фабрика по производству лакомства открылась сегодня в столице региона. Определены победители конкурса «Лучшие товары Якутии». Участниками стали 47 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. В Нерингре появился свой аудиогид. Теперь все желающие смогут узнать о достопримечательностях города с помощью смартфона. Якутия-24 продолжает свой эфир. Конкурс «Лучшие товары Якутии», переходящий в «Лучшие товары России», подошел к концу. Он предусматривает подборку лучших производителей, которые достойно смогли доказать качество своего товаропроизводства. Наша съемочная группа встретилась с одним из победителей этого конкурса. Трибуны для половины спорткомплексов Якутска – заслуга небольшого предприятия из Усть-Алданского района. Заняться бизнесом Мария решила в начале нулевых. Сегодня производство не только не закрылось, преуспело. Руководитель Сивцев Евгений Сидорович, он свое производство начинал с мягкой мебели и частным лицам. А потом мы свое производство расширили. Отзывы от заказчиков положительные. Мебель, установленная 10 лет назад, выглядит как новенькая. Данная трибуна с сидениями была установлена этим предпринимательством здесь, в Мадуне, еще 10 лет назад. И она позволяет себе двигаться, она мобильная. Вот здесь должны стоять тележки специальные, чтобы передвигать куда угодно. И они должны стоять еще вот так, в стоячем виде, тогда она должна только место хватит только 1,20 м. Открывать дело в начале нулевых, рассказывает Мария, это значит иметь запас успокоительных. Бесконечная борьба с бюрократией отнимала львиную долю времени. Сейчас все просто. Электронный документооборот избавил от хождения по кабинетам. Государство повернулось в сторону бизнеса. Поддержка предпринимателям осуществляется субсидиями и малопроцентными кредитованиями. Меры поддержки предпринимательства сейчас много. Можно увидеть на сайте Министерства предпринимательства, и сразу там можно посмотреть разные программы поддержки предпринимательства. Продукцию усть-алданских предпринимателей оценили и в правительстве Якутии. Они попали в список лучших товаров Якутии. Награда подтверждает высокое качество. Мы увидели, что и мы его оцениваем очень хорошо, и, в принципе, вся Россия оценивает достаточно на большом уровне. И это качество будет только расти, потому что сейчас мы делаем достаточно такую серьезную ставку именно на то, чтобы наши предприниматели, они проходили анализ качества, они внедряли новые стандарты, в том числе и международные. Вот практически все, кто сегодня был представлен, они являются держателями сертификатов, в том числе на соответствие международным требованиям. Артур Габышев, Павел Пахомов, Григорий Хлопков, Якутск. Детский Мирнинский технопарк будет сотрудничать с компанией «Алроса» и всеми ведущими институтами города. По инициативе Мирнинского управления образования состоялся круглый стол с представителями высших учебных заведений, культурных образовательных организаций и с представителями акционерной компании «Алроса». Обсуждались вопросы поддержки в организации образовательной деятельности в рамках работы технопарка. По итогам заседания было решено заключить 3 соглашения с Мирнинским политехническим институтом, с акционерной компанией «Алроса» и с культурными организациями города. Подписание соглашений планируется к концу этого года. Школьник будет иметь полное понимание о структуре горнодобывающей компании, что позволит ему легче в дальнейшем выбирать свою профессию. Вот технопарк, он целиком и полностью вписывается в эту систему. Как мы видим, при этом в технопарк пришли дети, которым интересно техническое творчество. То есть это уже наши дети, на основе которых мы будем выбирать себе людей, которые пройдут дальше через нашу школу,
пойдут по целевому направлению или будут стипендиатами компании в вузах и вернутся в конечном итоге на работу в компании уже в качестве технических специалистов. Планируется в дальнейшем, чтобы научные руководители, научные сотрудники института разработали для наших детей конкретные технологические задачи, которые могут решить обучающиеся нашего детского технопарка. Это огромная возможность нашим детям проявить себя и решить реальные производственные задачи, которые имеются в компании Кауроса. То есть в этом смысле, конечно, у нас большая надежда. В Нерюнгри в любое время горожане смогут насладиться дистанционным гидом. Здесь стартовал новый проект «Аудиогид», призванный напомнить горожанам и рассказать гостям города о его достопримечательностях. Проект был предложен молодежи и поддержан муниципалитетом. Подробнее расскажет Екатерина Павлова. Проект «Аудиогид» символично начал свою работу на месте знаменитого митинга 15 июля, когда на склоне лесистой сопки в 7 километрах от поселка на митинг собрались первостроители, чтобы заложить новый город. Тогда, в 1975 году, бригадой Конопицына была торжественно спилена высокая стройная сосна. Это была единственная улица, а вокруг нее тайга. Сейчас здесь находится памятник первостроителям Нерюнгри. Чтобы любой желающий мог получить эту и еще больше информации, и был создан аудиогид. Аналогичный проект успешно реализован во многих городах и странах, а теперь он появился и в Нерюнгри. Будучи в отпуске, подходя к памятнику, я увидел табличку с QR-кодом. Мне стало интересно, я скачал программу, отсканировал, и там аудиогид начал, скажем так, мне рассказывать об данном месте, о данном памятнике. Я подумал, что это очень здоровская идея, почему у нас в городе такого нету. И уже прибыв с отпуска в город Нерюнгри, стали ее реализовывать совместно с молодежным советом, и наш отдел. Всем желающим узнать как можно больше о достопримечательностях города, достаточно считать QR-код на своем смартфоне и перейти по предложенной ссылке. Голос диктора расскажет об истории появления достопримечательности, интересных фактах и ее создания. В данный момент ссылка отправляет на сайт Нерюнгринской городской библиотеки. Стоит отметить, что памятник первостроителям – первый объект аудиогида. В ближайшее время планируется разместить аналогичные таблички с QR-кодом на всех памятных местах Нерюнгри. Екатерина Павлова, Аяла Мосов, Нерюнгри. В Якутске пройдет фестиваль меха, в рамках которого состоится экстремальный показ шуб на фоне ледовых скульптур в 50-градусный мороз. Специальным гостем станет королева русского меха Ирина Крутикова. Об этом сообщили на пресс-конференции по подготовке к ежегодному фестивалю «Зима начинается с Якутии». По словам членов оргкомитета и проектного офиса, республика откроет морозный фестиваль уже в 11-й раз, и стартует он с 25 ноября. В программе праздник строганины, конкурс красоты «Снежная краса», конкурс ледовых скульптур, традиционный гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» и еще десятки выставок и ярмарок. Также в рамках ежегодного фестиваля 1 декабря на площади Орджоникидзе зажгут первую елку страны. Мероприятие даст старт предпоказу фильма Тимура Бекмамбетова «Елки последние». А пока российские прокатчики ждут картину Тимура Бекмамбетова, якутские кинематографисты подводят предварительные итоги проката первого якутского мюзикла «Чекке». Как оказалось, фильм не вызвал особого внимания у зрителей старшего поколения. Картина больше ориентирована на детей. По словам режиссера Виктора Лифу, возрастное ограничение на самом деле 6+, а не 12+. Как показала касса кинотеатров, первая неделя прошла не очень успешно. Впереди еще 2 дня выходных, и у родителей есть возможность сводить детей на данный фильм. Как рассказали сотрудники кинотеатров, кассовый сбор якутского фильма ограничивается 9 миллионами рублей. Ну и в конце к сладким новостям. Самое северное эскимо теперь производит в Якутии. Фабрика по изготовлению лакомства открылась сегодня в Якутске. Подробности у Дмитрия Тымырова. Новая фабрика готова накормить мороженым весь Якутск. Для этого понадобится всего 2 недели. Производство запустили в одном из микрорайонов Якутска. В год, с гордостью рассказывают сотрудники, они могут выпускать до 12 тысяч тонн лакомства. Новое оборудование итальянского происхождения. Он может выпускать в сутки 20 тысяч готового продукта. Линия общая для вафельных стаканчиков и эскимо. Ингредиенты натуральные. С сегодняшнего дня 10 новых видов мороженого. В будущем планируем еще одну линию поставить.
именно по производству только вафельных стаканчиков дополнительно. А на этой линии будем делать эскимо, вафельные стаканы с различными наполнителями и весовое. Правительство Якутии готово поддержать расширение производства. Мы можем предложить российское оборудование под 6%, импортное под 8%. У нас объем средств достаточно большой. Мы сами выходим на предпринимателей и говорим: приходите, у нас есть деньги, мы готовы вам предложить очень хорошие продукты для покупки оборудования, для модернизации уже действующих производственных цехов. В честь открытия каждому желающему новый вид мороженого. Дегустация бесплатная. Здесь раздают мороженое. Я получила с шоколадной крошкой пломбир. На самом деле не так уж и сложно было простоять в очереди. Я стояла около минуты 2-3. Откуда узнали то, что здесь мороженое бесплатно будет раздавать? Нам друзья присылали. Да, нам отправили друзья. Руководство фабрики подчеркивает, цены на местное мороженое будут гораздо ниже, чем на привозное. На прилавках магазинов якутское эскимо появится уже на следующей неделе. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Телеканал «Якутия-24» продолжает следить за развитием событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами и удачи вам.